прославим нашего Господа. Вся хвала Тебе, Господь, воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь, слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь, воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя Тебе, Господь, слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь, воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя Тебе, Господь, слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой, это Он, Он. Мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой, это Он. Уруйда, айытоямын, Христиан динынан, ырынан тоябын. Уруйда, айытоямын, Уруйда, айытоямын, Христиан динынан, ырынан тоябын. Уруйда, ай хвала, айытоямын. Мы арчибы, эби, кемис, кеби, Иисус, Иисус. Мы арчибы, эби, кемис, кеби, Иисус, Иисус. Мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой, это Он, это Он. Мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой, это Он, это Он. Вся хвала Тебе, Господь, воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя Тебе, Господь, слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся
воздай ему всю славу. Аллилуйя тебе, Иисус. Напои меня живою водой, утоли жажду мою. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. 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 Аллилуйя, Господь, вся слава только Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя, Иисус, потому что Ты достоин всей славы, Господь, и всей хвалы. Аллилуйя. Когда молюсь, мой Бог, пред Тобою, то слышу голос Твой, наполненный любовью.
Любовь спасает, за все прощает, и да пребудет здесь Божья любовь. Когда молюсь, я говорю с тобою, о Дух Святою прав, сердца в любовь живую. Ты научи нас любить друг друга, познать нам дай любовь, любовь Христа. Любовь Твоя все покрывает, не прекратится, не перестанет никогда. Любовь спасает, за все прощает, и да пребудет здесь Божья любовь. за Твою любовь, которая все прощает и все покрывает, и никогда не перестанет. Аллилуйя, Господь! Ты великий Господь, и Ты достоин всей славы. Возьми меня, как глину, и возьми меня, как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь,
что хочешь, запусти меня в цель свою. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Возьми меня как гриб и возьми меня как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Возьми меня как глину и возьми меня как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. И все изменится вокруг, потому что Бог мой друг, потому что Он герой, Иисус герой, Он мой герой. Я верю в чудеса, я верю в Божьи слова, я верю в Божию любовь через кровь, святую кровь. Все изменится вокруг, потому что Бог мой друг, потому что Он со мной, Он мой герой. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви я верю в Божьи слова, я верю в Божию любовь через кровь, святую кровь, и все изменится вокруг, потому что Бог мой друг, потому что Он со мной, Он мой герой, Иисус герой. Я верю в чудеса, я верю в
прежде всего. Ибо Ты имеешь намерение о каждом из нас, чудесные намерения, Господь. И мы так хотим, чтобы они исполнились в нашей жизни, Иисус, чтобы слава Твоя распространялась, Господь, чтобы любовь Твоя, Иисус, текла через нас на тех, кто рядом, Иисус. Я прошу Тебя, Господь, изливай свою мощь, Иисус, просто излейся в потоках славы Твоей, наш Бог. Мы так нуждаемся в том, чтобы Твоя слава текла все больше и больше, чтобы Твоя любовь переполнялась и текла через нас, Иисус. Яви, Господь, свою славу, яви, Иисус. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви, Господь, яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Возьми меня как глину и возьми меня как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Возьми меня как глину и возьми меня как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Аллилуйя, Господь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот чудесный день, Отец. За милость, Господь, за любовь, Господь, за то, что Ты всегда, Господь, с нами, что Ты покрываешь, Господь, нас своими благословениями, всегда участвуешь в нашей жизни, отвечаешь на наши молитвы. И мы всегда говорим Тебе: спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Господь. Отец, Ты любишь каждого, Господь. Ты дал жизнь каждому, Господь. Ты хранишь каждого, Отец. И мы всегда воздаем всю славу Тебе, Господь. Аллилуйя. Я хочу сказать, что всех приветствую, драгоценные, да? И вот я смотрю, что у нас приумножение. Вот. И я попрошу сейчас каждый, чтобы поздоровался, улыбнулся друг другу. И просто поприветствуйте друг друга. Я хочу сказать, что к нам сегодня приехала Пурей Галина Леонидовна. Она такой сюрприз нам сделала, драгоценная наша сестра. Она такая верная. Вы знаете, что она всегда, да, ободряет нас своим словом в группе. Она никогда не забывает нас, всегда желает нам всего доброго. Она всегда молится, если какая-то есть нужда, когда к ней тоже обращаешься. И слава Богу за эту семью, за ее мужа Сергея. Большой привет ему от нас. Вот. Поздоровалась, Галя? Поприветствуем Галину. Здравствуйте, драгоценная церковь. Большой привет из Германии от моего супруга Сергея Петровича. Я очень рада быть здесь. Я очень соскучилась. Не всех, правда, вижу, кое-кто уже незнакомые мне люди, но это все братья во Христе. Драгоценные левиты, вам спасибо большое, была в духе с вами. Нет пастора, нет Ларисы,
Увидимся еще 2 раза, буду с вами на собрании. Хочу сказать, что у нас все хорошо. В Германии мы живы-здоровы. Братья и сестры тоже с нами живы-здоровы, русское сообщество. Поэтому слава Богу. Я вот привезла подарок, Наташа. Я привезла подарок от Сергея Петровича, да? Это драгоценным левитам, немецкие производители микрофонов. Поэтому вручаю вам драгоценные. Иди сюда, мой хороший. И будьте благословлены, да? Всем Божьих благословений, здоровья, радости, любви, нежности, бодрости в духе. Будьте здоровы и крепки. Гот из Зеген, драгоценные. Слава Богу, Галя, за тебя, за твои пожелания, за твои благословения, Отец. Мы благодарим Тебя за драгоценную нашу сестру, за ее семью, Господь. Вся слава Тебе. А сейчас, как вы знаете, мы всегда молимся за наших ребятишек, да? Мы приглашаем наших детей сюда, и за них помолится Наталья Дмитриевна. Дети, все сюда. Здравствуйте, дорогая церковь. Еще раз хочу принести благодарность Галине и ее мужу за такое благословение для нашей церкви. Это очень, так скажем, ценный подарок для нас. И большой привет и большое спасибо. И я хочу сейчас помолиться за наших драгоценных детей, за наше наследие, которое Господь дал нашим семьям, нашей церкви. Это не наше будущее, это уже наше настоящее, которое сегодня Господь благословляет точно так же и научает, и ведет, и наполняет Духом Святым точно так же, как и нас, взрослых. Наши дети, они очень верны. Спасибо родителям, которые приводят наших детей сюда в церковь, своих детей они сюда приводят, но это точно так же и наши дети. И это очень-очень-очень важно. И вообще вот для родителей, да, когда стоит вопрос, брать ребенка с собой или не брать, всегда берите, не сомневайтесь никогда, ни на минуту. Пусть ваши дети, они всегда будут рядом с вами, там, где находитесь вы, в Доме Божьем. Это очень важно, потому что чем сегодня будут наполнены наши дети, да, это принесет плод, огромный плод в их последующей жизни. Поэтому будьте верными, и пусть наши дети, они всегда будут верными. И я прошу сегодня, Господь, благослови сегодня каждого мальчика, каждую девочку, каждого подростка, которые сегодня здесь находятся на этом месте, Господь. Они сегодня пришли под Твой покров, под Твою защиту, Господь, в Твое присутствие. И пусть это Божье присутствие, оно никогда не покидает их. Пусть Дух Святой работает с их сердцами, учит их, назидает, наставляет. И пусть в их сердце всегда будет голос Духа Святого, который будет им подсказывать, что хорошо, что плохо, какие вещи делать, какие нет, с кем дружить, а с кем, кого вообще обойти 10-й дорогой. И точно так же, Господь, я прошу Тебя мудрости для наших детей в общении и в просмотре всяких программ, передач в соцсетях, потому что это сегодня очень огромное искушение для наших детей вообще что-то смотреть, во что-то играть. Но пусть просто Дух Святой, Ты работай с их сердцами и предостерегай, Господь, от тех вещей, которые будут приносить им вред. И пусть они делают только то, что приносит им пользу. Пусть они будут послушны своим родителям. И пусть родители, они просто всегда внимательно относятся к своим детям, во что они играют, что они читают, с кем они общаются. И пусть всегда у родителей и детей будет взаимопонимание, тесное общение. И мы, как церковь, просто благословляем каждую семью этого ребенка, чтобы в этих семьях
был мир Божий, была любовь к Богу, чтобы дети, они видели хороший пример в своих семьях от своих родителей, как любить Бога, как почитать, как ходить Божьими путями, Господь. Благослови, пусть Дух Святой работает с каждым сердцем прямо сейчас. И пусть то слово, которое будет высвобождено сегодня для наших детей, в наших служениях, оно принесет плод, который изменит их жизнь в будущем во имя Иисуса Христа. Аминь. Ребята. Да, еще благословение из Германии. Галя ни о ком не забыла, о всех позаботилась. Ну и мы сейчас тоже, у нас сейчас часть такая очень важная, хочу сказать, это часть нашего служения, это даяние. Вы знаете, что когда мы даем 10-ю часть, Господь тоже благословляет нас, да? Вот. Поэтому слава Богу за Господа, за то, что Он тоже заботится о нас, за Его обеспечение, за Его заботу о нас, о наших семьях, что Он дает нам работу, дает нам силы, здоровье. И вся слава только одному Ему, Иисусу Христу. Это сейчас номер карточки выведу тоже, да? Ага. Если у кого нету, можно по номеру отправить тоже. И пусть Господь восполнит все ваши нужды, кто в чем нуждается. Аллилуйя, Господь. Я благодарю Тебя за каждого дающего, Господь, за каждое сердце, Господь. Восполни, Господь, все нужды, Отец. Сейчас я хочу, как вы знаете, сегодня первое воскресенье месяца, и мы поздравляем именинников. Мы это делали в конце, но сегодня мы решили сделать сейчас. Кто родился в марте, у кого день рождения в марте, я приглашаю сейчас сюда. Мы тоже все помолимся, благословим. Не стесняйтесь, выходите. Давайте дружненько похлопаем. Это же наши именинники. Помните, как дома мы празднуем? Мы там и танцуем, там и там, не знаю, что там, шарики надуваем, там, да, но на шариков нету, но мы знаем, что Господь всегда с нами, и Он благословляет нас. Что так мало? Многих поздравляла, многих нету сегодня, да? Так, сейчас, Танюша, тут шоколадки и открытки, пожалуйста, вручи нашим сестрам драгоценным. И мы все прострем руки, да, и скажем: спасибо Тебе, Иисус, за этих сестер, за всех именинников, кто родился в марте. Благослови их. Пусть радость, мир, Господь, наполняет их, чтобы они были здоровыми, не только физически, но и духовно, чтобы они ходили Твоими путями, чтобы они познавали Тебя все глубже и глубже, Господь. Господи, вся слава Тебе. Аминь. Я хочу сказать, что сегодня у нас такое необычное собрание, да, и сегодня будет слово говорить наш брат драгоценный Анатолий Васильев. Мы в 2020 году закончили семинарию, да? Мы очень многое познали, очень многое узнали, мы углубились. Мы эти 3 года тоже познавали, тоже искали Божьего водительства. Господь нам тоже открывался, и ему тоже. И поэтому он сегодня поделится своим словом. Давайте поддержим его. Здравствуйте, церковь, братья мои, сестры, приветствую вас. Мне очень волнительно, да, вот мне сказали, вот уважаемые люди сказали словом поделиться с вами. Ну, я, естественно, согласился. И короткое
представлюсь еще раз. Меня зовут Анатолий. Я здесь родился в церкви. А когда мне было 40 лет, я пришел к Богу. А сейчас мне уже 52. Не скрываю возраст. Ага. И хотел бы братьям сказать, всем братьям, восстаньте. Будьте с Богом. Последуйте за Иисусом. Аминь, да? И поддержите меня. Я тут вот первый раз вот вышел в кафедру, да, и, ну, естественно, кому первый раз, конечно, вот тяжело рассказывать, то есть делиться Словом Божьим. Все трясется. Лучше я пел бы, потому что я раньше пел, да, профессиональный певец. Легче петь, чем проповедовать, кажется. Ну ладно, что там было? Так, сейчас, подождите, сейчас. Если Бог даст, я буду еще петь. Потом. Ага. Вот, очки купил даже, что, ну, видите, возраст уже, да. Так что извиняйтесь. Раньше не носил очки, вот сейчас, да, приходится. Так, давайте сразу к делу. Откроем вот от Луки, 15 глава, 7 стих. Сегодняшняя тема будет о покаянии, о силе покаяния. От Луки, 15 глава, 7 стих. «Сказываю вам, что так как на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Видите как? Когда я вот покаялся, когда мне было 40 лет, я ничего не ощутил. Ничего. Но, как сказать, через годы я наконец-то ощутил Божию любовь. Я думал, что меня никто не любит в мире. И в семье, и в своем, где мама, папа есть. И тоже всегда такое ощущение было, что меня никто не любит. Потом пришел к Богу и познал, по-настоящему узнал, что Бог наш, Отец Небесный, любит нас. Безусловной любовью любит. И сейчас я расскажу об одном, можно сказать, свидетельство, да? Один парень, молодой парень, 25 лет, с Кавказа, то есть с Грузии, во времена Советского Союза, СССР, да, в то время называлось. И, в общем, вместе с другом пошли на заработки в Россию, в Сибирь, лес валить. То есть с другом пришли туда, стали работать, хорошо работали, за длинным рублем, естественно. И у них все было хорошо, бригадир тоже вроде бы хороший, но бригадир оказался вороватым. То есть он маленько обкрадывал. То есть зарплату получал он и делил между своими. Естественно, это было уже, они узнали все это дело. И этот парень с Кавказа, он вспылил, конечно, естественно. И, в общем, завязалась потасовка, драка. И этот парень ударил чем-то тяжелым бригадира по голове. И тот упал, весь в крови, и, в общем, сознание потерял. Этот парень думал, что он его убил. И бросив все, там все бросил и убежал. В общем, удрал оттуда. Скитался по Средней Азии, там прятался несколько лет. И в конце приехал к себе домой в Грузию. И стал жить.
прошло несколько лет, много лет, то есть он состарился, у него там у единственного сына родился первенец. А первенец, у него было с недостатком он родился. У него там над бровной дуге, где вот здесь с правой стороны, отсутствовала кость. Как будто кто-то там вырезал специально. И он вспомнил, навел справки у друга, как он, что он, жив, здоров ли этот бригадир. Он сказал, да, жив, здоров, но он калека. И он испугался, естественно, содеянным. Не находил покоя, не мог спать. И в конце он собрался, никому не сказав, собрался. И, в общем, до этого он переспрашивал адрес этого бригадира, а он, оказывается, из Минска. Это Минск, это Белоруссия же ведь, да? И нашел адрес, полетел туда, то есть поехал. Нашел дом, квартиру, звонит, открывает, а там стоит этот бригадир. А людям-то обоим уже 70 лет уже, пожилые люди, уже дедушки. Бригадир сразу узнал его, обидчика своего. Ну, в общем, уже парень, уже возрастной парень с Кавказа, сказал, что, просил прощения и покаялся содеянным, просил прощения у этого человека. И в конце этот человек простил все. Содеянное этому человеку простил. И в радостях после этого он пришел к гостинице, позвонил своим родным, а там этого новорожденного отправил в Москве, оперировали, и успешно прошла операция. То есть хорошая новость. В общем, так получается. Человек через покаяние получил прощение. Вот это я хотел бы сказать, свидетельство этого человека. Ага. И следующее, что хотел еще сказать о Петре. Петр. Хочу вам показать фильм. Давид, пожалуйста, включи, пожалуйста. Фильм о Петре, как он трижды отрекся от Иисуса Христа. И до этого, как он за ним хотел последовать, невзирая ни на что, идти хоть в темницу и даже на смерть. Пожалуйста, включите. Там без звука, да? В общем, здесь, получается, бьют Иисуса. Его схватили из Гефсиманского сада и привели к себе эти фарисеи, первосвященники, книжники, в синагогу и бьют. И вот Иисус смотрит, а до этого Петр сказал, что он последует за Иисусом хоть куда, хоть смерть, хоть в темницу. Но он трижды отрекся от Иисуса до тех пор, когда петух запоет, да? Об этом он вспомнил. Вот он говорит. И получается, что? Вот сейчас он найдем. Можно свет, да? Так, давайте, если там нету звука, плохо, что звука нету, было же звука.
Так, откроем от Луки 22, 22 глава, 31-34 стих. И сказал Господь: Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, никогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Ну вот, получается, человек с Иисусом был, ходил вместе с ним, ел, обещал, даже не обещал, а говорил, что за ним хоть куда. А когда Иисуса схватили, он, получается, струсил, да? Испугался и отрекся трижды. Выйдя из этого синагоги, он горько заплакал. Очень горько заплакал, потому что, видите, видя все это и переживая все это, он, в общем, покаялся. Так, дальше что было? Ага. Давайте откроем 22:54, 22 глава, 54 и 62 стих. Дальше. Угу. Ну давайте так, лучше вернемся, 22 стих, 31 глава, 32 стих. 31 стих, ага, 22 глава. Так, 31. Вот тут Иисус говорил, что сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Учеников его сеять как пшеницу, то есть, чтобы они расходились кто куда. В то время, когда вот Иисуса схватили, все ученики, оставив учителя, они испугались и, в общем, кто куда прятались. Ага. Что я хочу сказать? Хочу сказать, что
А, Давайте лучше прочитаю, да. Христос пришел и изменил весь мир. Человечество шло к погибели. Большинство народа не знало Бога, Отца Небесного. Во время языческого проявления имперской империи прочие народы были языческими, кроме еврейского народа. И так было бы, если не пришел Иисус, Божий Сын. Через Него мы, язычники, узнали, что есть истинный Бог, Отец, Сын Божий и Святой Дух. Что Бог любит нас, а не карает, что Он милостив и прощающий. Через покаяние можем получить прощение Бога и тем самым очиститься от греха. Бог дал человеку волю, свободу выбора, с кем быть, с Богом или с лукавым. Человек только через покаяние и прощение может обрести Царствие Небесное, избавиться от своего недуга, порока, то есть своего греха. От Луки 22 стих. Давайте откроем 22 стих. Вот. 54 стих. Да, взяв его, повели и привели к дому первосвященника. Петр же следовал издали. Когда он развели огонь среди двора, сели вместе, сел и Петр между ним. Одна служанка, увидев его, сидящего в огне, и высмотревшись в него, сказала: и этот был с ним, но он отрекся от него, сказав женщине: я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет. Прошло час времени еще, некто настоятельно говорил: точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда он еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил свое слово Господа, как он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал. Ну, это я уже говорил. Ага. Дальше. Дальше я хочу покаяние разбойника поделиться с вами. Разбойник, вися на кресте, он покаялся. То есть разбойник жил, как сам хотел. Он нарушал мирские законы и был закономерно осужден на смерть за свои деяния. Только вися на кресте с Господом, он прозрел, что вся жизнь его непутевая привела к погибели. И это он осознал со стыдом и сожалением. Поэтому просил Господа хотя бы вспомнить о нем, когда Иисус придет в Царство Свое. То есть он покаялся и просил простить его. Тогда Иисус ответил: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. То есть сегодня же будешь со мной в раю. Давайте я лучше спущусь и буду рассказывать. Да, очень непривычно стоять здесь. Все слова вылетели из головы. Вы уж простите меня, да, что я вот потерялся. Я же говорю, что лучше петь. Да. Ну, первый раз такое бывает, да. Лучше так, да. Вот он же как жил, вот этот разбойник.
творил, что хотел, убивал, насиловал и грабил, что хотел и творил. То есть даже мирские, не даже, а мирские законы приступил, за это был он наказан справедливо. Его схватили, друга тоже схватили и повесили вместе с Иисусом. Вися на кресте, когда человеку страшно, когда человеку больно, когда вот приходит к гибели, и, в общем, получается, он очень сожалел, что он таким образом жил, что он грешил, и, видя Иисуса Христа, он просил его, чтобы он простил его, и когда Иисус придет в свое царство, хотя бы вспомнил его имя, вот этого человека. Он говорил, когда придешь в твое царство, ты хоть помяни меня словом. Тогда Иисус отвечал, что Он отвечал, ныне же будешь со мной в раю. Истинно говорю, что ныне же будешь со мной в раю. Вот получается, что из людей, из рода человеческого, первым, кто вошел в Царство Небесное, это был разбойник. Не какой-то праведник, пастор, может быть, святой. Нет, разбойник. И вот то, что меня вот коснулось сердце мое, это было вот это. Пожалуйста, Давид, покажи, пожалуйста, вот этот отрывок. Может, там свет, звук-то есть? Я вот до сих пор не могу спокойно смотреть вот этот фильм. Может, видели фильм «Страсти Христова»? Много раз, да? Вот этот отрывок я до сих пор спокойно смотреть не могу. Он висит весь покрытый. Нет там живого места в теле. Его избили так вот римляне, язычники. И вот издевались. Если ты царь иудейский, ты настоящий Господь, сойди с креста, спаси нас. Даже вот этот, который с левой стороны или с правой стороны стоит разбойник, он тоже, вися, хулил его даже. А Иисус просил своего Отца Небесного, чтобы простил этих людей, ибо они не знают, что творят, не ведают, что делают. Вот фарисеи и первосвященники стоят. А другой разбойник, он просил Иисуса, вот, повторюсь, и просил Иисуса, чтобы, когда он придет в свое царство, чтобы вспомнил о нем. А Иисус говорит, что истинно, ныне же будешь со мной в раю. Видите как? Вот эта сила есть покаяние. Слово покаяние. Сила покаяния. Вот он просит. По делам нашим мы осуждены. Угу. Ну, все, давайте там без звука, это уже неинтересно смотреть. Так, в итоге что я хочу сказать? Только через покаяние, только через прощение мы обретаем Царство Небесное, что мы приходим в Царствие Божие только через это. Вот, и хочу своим
братьям и сестрам сказать: покайтесь. Даже верующим людям надо каяться, потому что мы живем в греховном мире, и поэтому всегда есть, мы отступаемся, мы падаем. И поэтому только через покаяние человек может обрести Царство Небесное. Вот с чем я хотел поделиться с вами. Ну, вы уж простите, что я вот с этими делами как-то не разобрался, готовился мало очень. Но в следующий раз я, естественно, буду готов и не буду разочаровывать. Вы уж простите меня. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ты молодец, брат. Я хочу дополнить, да, то, что сказал брат, поделился. Просто когда он готовился, меня сильно коснулось слова. Вот. И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Это и бывает в нашей жизни, да, братья и сестры, в церкви. Когда мы вместе собираемся что-то делать, служить и быть занятыми ради Царства Божьего, то могут возникнуть какие-то недопонимания, кто-то может обидеться, кто-то может бросить и оставить служение и пойти из церкви и не вернуться. И такой человек остается без покаяния. И вот в Луке тоже написано о том, что во время того, когда задержали Иисуса и привели на суд Синедриона, Иуда его предал, да? Мы об этом все помним. И он вроде как раскаялся, да? Там было написано, что Иуда раскаялся в своем грехе, что душу невинную предал. В то же время Петр тоже раскаялся и горько заплакал. И вроде как кажется, когда мы это смотрим, и Петр покаялся, и Иуда раскаялся, да? А в чем отличие? Отличие в том, что когда Петр предал своего учителя, он горько заплакал, он никуда не ушел, он тотчас вышел со двора, да, и прямо горько заплакал. И он раскаялся, и после этого он вернулся в общину, в церковь, своим братьям, сестрам. И ему, наверное, было так тяжело, да, он, наверное, места не находил, что такой дерзновенный, такой смелый, такой, кто говорил, даже не обдумывая: я с тобой и в темницу, и на смерть пойду. Мы же можем так иногда говорить: да, Господь, я буду делать, что ты просишь, Господь, вот я, пошли меня. Иногда вот такое же чувство распирает нас. И это хорошо тоже, когда мы хотим служить для Господа и быть инструментом в Его руках. Но эта ситуация для нас как пример, чтобы мы с него брали пример и не теряли надежду. Иногда бывает, что вот я давно не ходила в церковь, у меня то же самое было. Помните, меня давно не было в церкви, когда график моей работы поменялся 2 через 2, и, к сожалению, попадала 2 воскресенья подряд. Иногда вот на 3-е воскресенье я могла заболеть, или какие-то нужды были у меня, чтобы присмотреть за своими внуками, или что-то мешало мне. И тогда действительно я осознала, что когда человек долго не ходит в церковь, его начинает идти на какие-то компромиссы, да. Ладно, что уж там, пастор же есть же Наташа Игумнова, пусть она помолится, пусть Любовь Николаевна помолится, пусть Надежда с кем-то еще помолится за больных. Ладно, пусть они научатся служить тоже, чтобы церковь вся стала на служение. Иногда такие глупые приходят на ум, к сожалению. А в случае с Иудой, он, когда предал невинную душу, он раскаялся сам себе. Что же я так сделал? Потому что у него план не получился. У него было, видимо, какие-то свои планы, свои какие-то желания, но это не сбылось. И он был разочарован, и он горько сожалел, что из-за того, что он неправильно поступил, была погублена душа невинная. И тогда он не стал
идти обратно в общину, не пошел к братьям, сестрам, а он совершил самосуд над собой сам. Да? Это же страшно. И он больше никогда не будет помиловать, никогда не будет ему прощения, потому что он напрочь забыл о своем Господе. И поэтому я хочу... И дальше есть такой, 32 стих. И тогда Господь, когда сказал Симону, что сатана просил их посеять как пшеницу, помните, это откликается с историей Иова, да? К Богу приходит сатана и просит, чтобы он дал Иова, его, чтобы он испытал его, но Бог говорит ему, только ты его душу не трогай, говорит, да, он запретил ему. А тут сатана тоже приходит, оказывается, к Богу, нашему Иисусу, и говорит, дай мне, неужели ты думаешь, что эта сестра настолько хороша, чтобы служить тебе? Дай-ка я его испытаю. И начинается испытание. Он берет нас и ложит сито и начинает просеивать через сито. Кто-нибудь когда-нибудь пользовались ситом? Да. И там, когда вот муку туда ложишь и просеивается самая такая чистая часть, да? Самая такая чистая часть, а наверху остаются комочки. Может быть, это мышиные какашки, кто хранит свою... раньше в деревне у нас так было, да? Когда вот в детстве в деревне жили, мы муки хранили в сарае, и обязательно перед выпечкой мама просеивала муку через сито. И там наверху оставались комочки такие, какие-то волосики, какие-то эти какашки мышиные. И тогда, в старые времена, как они пользовались ситом? Они же мололи в мельнице, и когда клали муку в сито, там и были солома могла быть, жмых какой-то мог быть, и всякие такие камушки попадались. И поэтому приходит к нам, верующим братьям, сестрам, сатана, нас сыплет как муку на сито и начинает трясти. Мы когда вот муку через сито пропускаем, мы же трясем, и когда начинается тряска в нашей жизни, мы начинаем страдать, да? И немногие, наверное, остаются сами собой, со своими грехами, со своими испытаниями, а многие обязательно прибегают и призывают имя своего Господа. Также, когда нам страшно, когда нам больно, когда у нас нет выхода, мы обязательно призываем Господа, потому что мы точно знаем, что ответ для всех наших бед – это Иисус, единственный, кто нас принял такими, какие мы есть, со всеми нашими грехами, со всеми недостатками нашими. Он принял нас. Он всем нам однажды сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Дорогие братья и сестры, вы нашли покой в Господе? Аминь, аллилуйя. И Господь с этого дня является нашим прибежищем. И я хочу дальше вас ободрить, то, что меня саму ободрило, да? И он говорит, Иисус: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев своих». И когда мы подпадаем под эти испытания, мы должны обратиться к Иисусу, да? Он говорит: «Я уже молился о тебе». Даже загодя, когда мы вот это все совершим, мы отступимся, мы совершим какой-то грех, казалось бы, для нас, Он уже молится за нас. Ибо написано в слове Библии, да, в Новом Завете, что Римлянам 8 глава, 34 стих. «Кто осуждает?» спрашивается. Христос умер. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Драгоценные, вы рады? У нас есть ходатай Иисус, который и днем, и ночью молится за каждого из нас. Представляете? Мы люди, мы из плоти и крови, мы живем в грешном мире, и никто не может не совершить ошибку, никто не может
а подпасть под грех. И поэтому радуйтесь, что Иисус до ныне ходатайствует за нас, как и было с Петром, да, он же говорит, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Из-за того, что Иисус молится за нас, о нас ходатайствует, мы через эти препятствия перешагиваем, переходим, побеждаем эти препятствия. И мы становимся победителями, потому что Библия говорит, что мы рождены быть победителями. Вы верите в это? Аллилуйя, аминь. И поэтому Господь сегодня вновь обращается к нам. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, у кого бремя долга, ипотеки, бремя каких-то еще мирских сует. Давайте придем к Иисусу». И Он говорит, я успокою вас. Не какой-то пикник, не какой-то разговор по телефону со своей подругой, не какой-то человек, который, казалось бы, любит вас, он не может успокоить вас. И тем более какие-то наркотики, какое-то вино, какие-то пиво и всякие гадости этого мира, которые есть мерзость в глазах Господа, они не могут успокоить нас. Только покой в Иисусе может успокоить нас. И поэтому, драгоценные, я хочу помолиться с вами на этой радостной ноте, что у нас есть ходатай Иисус Христос. Не надо какую-то сестру просить. Лена, помолись за меня. Или Зоя, пожалуйста, помолись за меня. Настя. Мы можем это все обойти, когда мы можем в тайной комнате зайти, склониться на колени и просить Иисуса. Иисус, Ты в Слове Своем сказал, что Ты есть ходатай. Ты молился, Ты ходатайствовал за Петра, когда он должен был пойти через искушение, должен был пройти через это сито искушения, это сито, как называется-то? Через сито, не наказание, а что мы проходим? Испытание, да, через это испытание. И когда мы через это сито проходим, от нас убирается то, что нам мешает. Всякая шелуха, всякие камни, которые не прощения за пазухой, они оставляются на поверхности сита. Это же здорово, да? Это и есть живое наше практическое христианство. Когда приходит испытание, как говорится в Иакове, что говорится там? И братья, когда впадаете в различного рода искушения, что? Да, давайте это прочтем. Так, Иакова, 1 глава. Иакова, 1 глава. Давид, пожалуйста, выведи. Иакова, 1 глава говорит нам, можно со 2 главы там. Ага, со 2 стиха. Там говорится, с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Они могут быть абсолютно различными, да? И дальше он говорит, ибо это есть, знаешь, что испытание вашей веры производит терпение. То, что мы, проходя через такие испытания различные, да, мы становимся еще больше крепче, да, еще больше приближаемся к Богу, потому что только Иисус, только Бог может ходатайствовать за нас, чтобы мы могли пройти через испытания с покаянием. Покаяние – это обязательное условие восстановления в сыновство и чтобы стать Детем Божьим, да? Давайте сейчас по молитве я попрошу вас, дорогие мои братья и сестры, склониться в молитве перед Богом. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня здесь, Ты говоришь с нами. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты нам дал. Мы хотим, чтобы каждое Твое Слово,
оно ожило реально в нашей жизни. И мы сегодня говорим Тебе, с радостью говорим Тебе и провозглашаем, что Ты есть наш ходатай, и Ты ходатайствуешь даже до того, как мы впадем в искушение, Господь. Ты молишься о нас и днем, и ночью. Мы благодарим Тебя, Господи, что благодаря той силой, Твоей силой, Господь, Твоей силе, искупительной силе, Господь, креста, мы можем, Господь, оправиться, Господь, и встать, Господь, от наших испытаний, искушений, выходить укрепленными, Господь, Твоей любовью, принятыми в Твоей любви, Господь. Ибо Ты Бог милостивый, Ты Бог долготерпеливый, и Ты никогда не осуждаешь нас за грехи наши. Спасибо Тебе, Отец, и я сегодня молю о том, чтобы мои братья и сестры, когда они придут домой, открыли это место Писания, Господь, и чтобы они вместе с Тобой размышляли об этом. И пусть это будет еще одно мощное оружие в нашем арсенале Божьего человека. И пусть всегда с нами будет Твой мир, Твоя безусловная любовь, сила Твоего покаяния, сила восстановления. Мы благодарны Тебе, Иисус, драгоценный, чудесный Дух Святой, за то, что Твое водительство есть в нашей жизни. Славим Тебя. И пусть во всем, что мы делаем в нашей жизни, будет воля Твоя, благая, угодная и совершенная. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Спасибо, драгоценные. И слава Господу. И сейчас я хочу вам передать привет от нашего пастора Алексея. Наконец-то следующее воскресенье пастор наш приедет на собрание, будет проповедовать, словом делиться, а до этого, чтобы он утешит нас, успокоит нас, отправил видеоклип о том, как прошло большое пасторское собрание. Давайте, Алена, можем, да, уже запустить? Да? Ну, как было до этого, микрофон у нас, оказывается, не работает. Тут нужно еще что-то оттуда туда перебросить. И поэтому давайте оставим на следующее собрание, да, чтобы пастор самолично свидетельствовал и показывал нам. Да. И я хочу еще тогда свидетельствовать. Может быть, фотографии, а до этого сейчас можно, да? Давайте посмотрим, да? Сейчас я это выключу. Вот большое пасторское собрание, оно проходило в городе Красноярске. Мы уже знали, да, как это прошло. С нами поделился еще брат-пастор Сунтаров Николай Афанасьев в прошлом собрании, да? Такие большие пасторские собрания, они собираются один раз в год, чтобы собрать всех пасторов региона и делиться с теми планами, делиться опытом, чтобы строить Царство Божие, да? И слава Богу, в этом году, вот видим нашего епископа Андрея Манжосова, Раиса наша стоит, Лариса наша стоит, а рядом пастор, да? Да. Слава Богу, родные лица. Кстати, позавчера Андрею Манжосову исполнилось 50 лет. Поздравьте его с днем рождения, да. Слава Богу. Вот такие фотографии. Да, Спасибо большое, Алена. Сказали, что уже повтор пошел. И я вкратце хочу засвидетельствовать с прошлого собрания, да. Прошлое собрание у нас было с практической частью. После собрания мы молились, и одна сестра Жиганска, Тамара, она спела нам песню на иных языках, да? Так интересно было же, да? И в то время, потом, как свидетельствовал пастор Николай Сунтаров, он говорит мне, я стоял в сторонке и слушал, когда сестра Тамара начала петь,
И вдруг во мне что-то открылось, и у меня началось толкование, о чем она поет. Потому что он говорит, этот дар я когда-то получил в церкви в Красноярске, когда он жил, в церкви ходил, он получил во время собрания этот дар. Этот один из 9 даров Святого Духа, дар толкования, говорения на иных языках. Даже этот дар очень хотят многие, и это очень нужный дар церкви. Но почему-то больше вдоволь у нас бывает дары пророчества, может быть, дар исцеления, может быть, дар веры, да? Но редко, когда вот дар толкования, говорения на иных языках. И пастор Николай делится о том, что когда вот сестра пела на иных языках, а другие присоединились с молитвой на иных языках, ему пришло понимание, что Дух молится и просит Бога, Отца, чтобы Он послал дождь, потому что земля сердец, она уже иссохла, сухая стала. И когда он когда об этом молилась, шла молитва об этом, вдруг в духовном мире начался дождь Святого Духа. И тогда он видит такую картину видения, что почва стала рыхлой. Наверное, многие заметили, да, когда идет сильный дождь, сильная гроза, после этого дождя в огороде почва становится такой рыхлой и приподнятой, да? Ага. И он видит в своем духовном видении, что почва сердец людей стала вот такой. И это говорит о том, что люди стали готовы принять что-то от Бога. Кто-то исцеление, кто-то слово от Господа ожидает. И это здорово. И я так рада об этом узнать, да? Об этом свидетельстве, чтобы мы почаще практиковали духовные дары, потому что это очень нужно церкви. Не только нам, как верующим, да, чтобы мы могли самостоятельно этим пользоваться, но когда в церковь, в единстве, все вместе молимся, когда возлагаем руки согласно и стоя на Писании, то высвобождается намного больше, чем мог бы сделать один человек. И после этого мы остались в столовой и пообщались с сестрами. Нам служили Айталина, пастор Сунтаров и сестра Тамара. Это было такое хорошее служение, хорошее общение. И потом во вторник, у нас по вторникам идет молитвенное общение, молитвенные собрания, 6:30 час, молитвенный час называется. И туда пришла сестра Елизавета. Она 2 недели назад уверовала во Иисуса Христа. У нее нужда была такая, что у нее рак легкого. Ее отправили на операцию. И на этом собрании, на вторничном, Елизавета у нас получила дар говорения на иных языках. И это тоже здорово, когда мы жаждем, когда мы приходим к Богу, Бог дает то, что мы просим. А то, что мы получаем, это не только для себя, еще раз хочу отметить, да, это для назидания всей церкви. Церковь – это одно же тело, а глава Христос. А мы все руки, ноги, глаза. И бывает лучше, когда мы все вместе молимся, когда мы вместе служим друг другу. И тогда движение Духа Святого, действие Божьего Духа, оно наибольше реально виднее. Поэтому я хочу ободрить вас. Общайтесь, молитесь, ревнуйте о дарах Божьих, чтобы быть полезным. Потому что в Писании тоже есть предупреждение о том, что то растение, которое не приносит плода, его срубают. И это будет очень печально. Но, конечно, с нами это не будет. Просто я напоминаю, что есть в Писании такое место. И поэтому я благословляю вас, драгоценные братья и сестры. Благословляю ваши дома, ваших детей, ваших внуков, ваши работы, ваши бизнесы. Пусть у вас во всем будет устройство от Господа. И я очень рада, что сегодня наш брат Анатолий осмелился выйти послужить. И я призываю наших дорогих братьев, особенно Олега призываю. Олег, привет!
Давайте будем служить Господу, потому что Господь ожидает от нас. Если не мы, то кто пойдет в этот мир проповедовать, рассказывать Иисуса? Если не мы, то кто пойдет и возложит руки больным, которые находятся под гнетом, под игом рабства, да? Я благословляю вас, драгоценные. И прославится во всем Иисус. Будьте благословенны. Вот сейчас еще. Аллилуйя. Вдохновились? Здорово, да? Такое присутствие было, не знаю, как вы, но осознание приходит, конечно, что покаяние – это очень важно. От всего сердца. Принятие Божьей любви. Да? Я вышла сказать, что напомнить, что по понедельникам я в Зуме у нас идет молитва о детях. Подключайтесь, будем молиться о своем наследии, о своих детях. Господь благ, Он отвечает на наши молитвы, Он работает с нашими сердцами, сердцами наших детей. Также во вторник Света проводит собрание в 18:30, да? И в субботу в 3 часа тоже здесь молитва. Так что рады всех будем видеть, приходите. Еще кто-то хочет сказать, Лена? Мы выведем сейчас QR-код на экране. В прошлое воскресенье я говорила о том, что не все у нас в WhatsApp есть. Вот QR-код сейчас выведем. Вы можете взять сейчас свои телефоны, навести на этот QR-код и зайти в группу WhatsApp, если кто не состоит в группе WhatsApp. Еще, драгоценные, вы знаете, мы как бы являемся примером для наших детей, да, и учим их молиться, учим их, Господь учит, и мы учим, да, Слову Божьему. И сегодня вот такое было желание, чтобы моя внучка помолилась молитвой «Отче наш, сущий на небесах». Да? Давайте встанем и помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пребудет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости наши грехи, как Ты прощаешь должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и воля, и слава во веки. Аминь. Спасибо Богу за все. Спасибо, что вы здесь. И, как говорится, с Богом. Вся хвала Тебе, Господь, воспою в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь, слава, аллилуйя Тебе, Господь.
вся хвала, вся хвала, вся хвала тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, тебе, Господь. Слава, аллилуйя, тебе, Господь. Вся хвала, 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 вся хвала тебе, Господь. Вся хвала, Иисус, только тебе на этом месте, может, мы поклоняемся тебе, Иисус. Аллилуйя тебе, наш Бог. Ты Бог, знающий все сердца, и до конца не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. И все вместе. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй
Тебя, Иисус. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь. В Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь. В Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы доверяем Тебе, Господь, каждый день нашей жизни, Иисус. Спасибо Тебе, наш Бог, что Ты с нами, Господь. Вся слава только Тебе, наш Бог. Аллилуйя! Thank you.